История нашей страны помнит те тяжелые времена, когда достижение политических государственных целей измерялось сотнями тысяч ни в чем не повинных человеческих жизней. Смутное время, время сталинских репрессий, гонений на церковь и коллективизации в 30-40-е годы 20-го столетия оставило свой темный след на страницах истории и в памяти нескольких поколений. Гонения на церковь на долгие годы стали составной частью внутренней политики страны Советов. Уже в январе 1918 года был опубликован декрет об отделении церкви от государства, а последовавшие за ним инструкции лишили все религиозные организации юридических прав и объявили их имущество народным достоянием. Это положило начало массовым репрессиям против духовенства. В групповых следственных делах священнослужителей есть все атрибуты юриспруденции: постановления и ордера на арест, показания свидетелей обвиняемых, описание вещественных доказательств, обвинительные заключения и приговоры, медицинские справки и акты о расстрелах и тому подобное. По данным репрессивных органов, в 1923-24 годах на территории бывшего Советского Союза было арестовано 2469 священнослужителей, а в 1931-32 годах их число достигло уже 19 812 человек. Пострадали все: православные и католики, лютеране и протестанты, баптисты и меннониты, последователи ислама и буддисты. По Казахстану к необоснованным арестам по обвинениям в совершении государственных преступлений было подвергнуто более 900 священнослужителей. Из них к высшей мере наказания приговорено 431 человек, что составляет 44%. Основная доля репрессий в Казахстане, 86,4%, приходится на 1930-40-е годы. Это более 800 человек. На 1940-е и 50-е годы порядка 130 арестов, то есть 13,6%. По национальному составу число жертв политических репрессий из числа священнослужителей распределяется следующим образом: казахов более 320 человек, 32,8%, русских более 440 человек, 45,4%, и других национальностей около 21%. Архиерейский собор Русской Православной Церкви прославил 200 священнослужителей Казахстана как мучеников за православную веру. Многие из них были заключенными Карлага. Согласно информации начальника Главного управления экономики НКВД СССР, комиссара госбезопасности Кабулова, осенью 1940 года в Карлаге отбывали срок заключения 355 священнослужителей. Большинство монахов и священников из этого числа были расстреляны. Решением тройки НКВД по Карагандинской области были приговорены к смертной казни. 26 августа 1937 года священники Виктор Эланский, Дмитрий Морозов и Петр Бордан. 11 января 1938 года решением Карагандинского областного суда были приговорены к высшей мере наказания, отбывавшие срок в Карлаге, православные мученицы Агриппина Киселева, Анна Боровская, Наталья Силуянова и другие. Гонения советской власти на католическую церковь начались еще с 1918 года, после декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. Последовавшие за декретом специальные инструкции лишали все религиозные организации, в том числе и католические приходы, имущественных прав, церковная собственность объявлялась народным достоянием. Сопротивление процессу национализации церковной собственности со стороны католического духовенства приводило к многочисленным арестам. Среди других религиозных вероучений католицизм и Ватикан представлялся советской власти врагом номер один. Из истории известно, что еще в марте 1923 года были арестованы 15 католических священнослужителей Петрограда. 21-26 марта 1923 года в Москве проходил процесс над ними, по итогам которого архиепископ Цепляк и прелат Буткевич были приговорены к расстрелу. Для Цепляка приговор был заменен впоследствии на 10 лет заключения в лагере. В 1937 году был расстрелян заключенный Карлага католический священник Лупинович Карл. Сложно сказать, сколько священнослужителей погибло в годы террора. Многие из них наскоро осуждены и приговоренные к смерти действовавшими по точным методам тройками погибали уже на ранней стадии ареста при допросах с применением пыток. Перечисленные мученики Карлага лишь малая часть безвинно убиенных священнослужителей. Переживших ужасы Карлага и оставшихся в живых заключенных было немного. В настоящее время все священнослужители, незаконно осужденные в годы массовых политических репрессий, реабилитированы.